Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова Карина. И сегодня у нас феноменальное гадание на 11 дней. Что вас ждет в ближайшие 11 дней? И у нас сегодня будет Таро Густаво Доро. 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его нашли и смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вот, можете им воспользоваться для просмотра ближайшего будущего своего на 11 дней. Итак, первая карта покажет, кто вы в момент просмотра по мнению высших сил. А дальше будем смотреть, какие возможности у вас открываются на 11 дней. Итак, выкладываю 3 карты, 3 позиции. И, значит, обозначаем сегодня позиции цветочками. Первая позиция Маргаритка. Вторая позиция Лютик. Так, сейчас, минутку. Пусть красиво лежит, ничего не знаю. И третья позиция Кашка. Итак, первая, вторая, третья. Не хочет красиво лежать. Лежи красиво. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Не могу, не смешно. Знаете, бывает смешинка, когда в рот попала, и ты не можешь ничего остановить. Я извиняюсь. Я надеюсь, что все выбрали. Истерика. Но бывает, причем. Я надеюсь, что я не упаду в обморок от смеха. Не спрашивайте, почему мне смешно. Это точно не над гаданием. Ой, надеюсь, что я сейчас как-то успокоюсь. Итак, первое. Я ничего не курю. Сразу говорю, я не пью таблетки. Хотя нет, я сегодня выпила лоротидин от аллергии. Так, первая позиция Маргаритка. Слезы бегут ручьем. Плачу. Так, ваше текущее состояние в жизни. Сейчас вы наслаждаетесь жизнью, судя по карте. Вообще прелесть. У вас должно быть такое, что все есть. Может, вы просто даже закупились, не знаю, там продуктами, да. У вас хорошее настроение. Вам кажется, что, в принципе, в жизни для счастья вам всего хватает. То есть кто вы по мнению высших сил? Человек, удовлетворенный жизнью, счастливый, но чуть-чуть ленивый. А карта показывает такое более вальяжное состояние, а не рабочее. Да? Но в то же время вот эта карта, она всегда говорит о том, что... Я извиняюсь. Она всегда говорит о том, что человек может исполнять свои желания. Или то, что человек всегда может исполнять свои желания, или то, что он может пожелать, и это действительно исполняется, да? То есть очень хорошая такая счастливая карта, но в то же время, вот я говорю, прям вот эта энергия чрезмерного чего-то, энергия изобилия, как-то вот все чересчур, да? Так получается, что высшие силы даже вас видят человеком, у которого в чем-то перебор, Итак, что у вас ждет в ближайшие 11 дней? Какие у вас открываются возможности? Давайте посмотрим. Общая картина. Это у нас суд. Суд – это карта возрождения. На самом деле
Эта карта, она показывает, что вот есть что-то невозможное, что возможно в вашей жизни, и вы это понимаете в ближайшие 11 дней. То есть реально вы это поймете. И получается, может быть, что-то исполнится, или как наступит момент возрождения, исцеления, может быть. Иногда исцеление тела, исцеление души или возможности для этого. Избавление от каких-то негативных переживаний. Или избавление от той же лени, например, раз у вас такая карта, да, вальяжная, 9 кубков. Может, избавление от одиночества, если вдруг вы не в отношениях. То есть карта показывает раскрытие, карта показывает, что у вашей души есть определенный путь. И вот настал тот период в жизни, да, когда человек осознает свой путь и начинает движение, принимает решение, что ему пора двигаться, да, и возрождается. Конечно, это очень отличается от вашей 9 кубков. Да, она исполняет желание, но суд исполняет желание по-другому. То есть, когда ты действуешь в жизни, да, ты становишься таким волшебником, но при этом ты веришь в Бога, высшие силы, и вот прям невозможное становится возможным, да, возможным. Хорошо, давайте посмотрим, какое будет эмоциональное состояние. Туз жезлов, возвышенное эмоциональное состояние, именно очень много энергии, сил для свершений и для того, чтобы в жизни все складывалось хорошо. Вы буквально действительно начнете действовать и воспользуетесь неким шансом в жизни. Например, шансом поговорить, шансом заработать, шансом познакомиться, может быть, с кем-то. Вот так. Хорошо. Дальше. Что у вас будет с работой или бизнесом? 3 кубков. Все хорошо. Работаете как будто в команде или будете работать. Карта веселая, карта изобильная, поэтому иногда в этот период может быть либо отпуск, но тогда вы с кем-то отдыхаете, да? Или делитесь с сотрудниками, с работниками, там, с коллегами, как вы отдыхаете. Или, допустим, корпоратив, праздник. Или на работе отмечаете некую победу. Или в бизнесе. Прорыв. Энергия изобилия, да? Но явно общество хорошее здесь. В деньгах король пентаклей показывает прибавление в деньгах, да, и улучшение финансов в этот период. За деньги почему-то у вас отвечает какой-то мужчина. Причем мужчина очень такой денежный, может быть, даже богатый, или начальник, или просто клиент хороший. Как-то может помогать с деньгами. И для женщины это даже может быть ее партнер или муж, любимый человек. Вот. Но и, как участвовать в ее денежной жизни, да? Если вы мужчина, вы очень хорошо можете заработать. Но опять же, в этом может сыграть роль какой-то очень такой ресурсный мужик, да? Который тоже умеет зарабатывать. В любви. В любви у вас Луна. Тут прям Луна немножко по-другому выглядит, полет на Луну. И значит, что может быть дорога по любовным делам. Опять же, ночные разговоры, общение или ночное свидание, ночные встречи, да? Или какие-то очень сильные откровения. Вот. 8 пентаклей. Карта говорит о том, что идет работа над отношениями, усовершенствование. Но также она показывает, что люди могут обсуждать что-то, как в отношениях, связано с деньгами и с работой, да, с ресурсами. Какие благословения вас ждут за 11 дней? 6 пентаклей, очень хорошая карта. Но тут, видите, человек бедным помогает. Вот если вы действительно кому-то поможете, кто нуждается, или как бы в благотворительность вложитесь, или еще куда-то, это вам даст дополнительное благословение от высших сил, да? Но, допустим, вы можете немножко кому-то помочь, а у вас идет поток изобилия взамен. То есть, понимаете, карты здесь показывают, что нужно иметь обмен со Вселенной, да, вот нужно, получается, уметь давать что-то, да,
давать что-то, чтобы тебе потом вернулось за твое добро. А вот если вы очень много в жизни помогали людям, да, то сейчас явно кто-то поможет вам, и это будет для вас настоящим благословением. Вот так. То есть карты у вас очень хорошие на 11 дней, такие необычные. Как будто знаки идут, да, вот для вас. Что вам хотят сказать высшие силы на 11 дней? Паж Пентаклей. Ну, что придет или письмо какое-то, или сообщение, или документы, или предложение. Хорошее что-то будет. Новость хорошая, да? 13-й аркан. С вами не просто высшие силы разговаривают, а духи разговаривают. Из мира мертвых, да? 5 мечей. 5 мечей. 7 мечей. Ну, как-то они так говорят, что за вашей спиной кто-то куда-то убегает, да, вот убегает. Причем тайно убегает, а вы не знаете. Мужчина какой-то. Что-то с ним случилось. Понимаете, вот как будто идет такой момент, что этот мужчина испугался чего-то. Он бежит от наказания, от правосудия. Будьте внимательны, будьте осторожны. Потому что это кто-то из ваших знакомых, но вы об этом пока не знаете. И высшие силы говорят, что нужно об этом знать, чтобы вас предупредить, чтобы вы были наготове что-то про него то ли сказать, когда будут спрашивать, то ли предупредить, если вы знаете, о ком речь, чтобы никуда ничего не нарушал и никуда не бегал, а объяснил, что случилось. Вот так могу сказать. Ну, вот такой ответ по самой первой позиции у вас. А мы идем дальше. Позиции номер 2. Тут у нас с вами, значит, лютик. Вы знаете, что лютик — это очень ядовитый цветок? Слышали когда-нибудь? Интересно, почему вы его выбрали? Вот я очень люблю желтый цвет. Я бы выбрала лютик за желтый. Но также я, допустим, не пугаюсь ядовитых растений. Не всегда, по крайней мере. Но когда мне сказали... Я шла по Нюрнбергу, занюхнула олеандр. А он был ядовитый, но я об этом не знала. И прям в камеру это сделала. И мне там все писали: смотрите, он же ядовитый, его нельзя нюхать, вы отравитесь, и все. Но тогда было немножко не по себе, конечно. Итак, лютик. Ваше состояние, кто вы, да? Вы жрица. Ну, жрица — это очень такое состояние глубокое. Ну, как сказать, ресурсное и глубокое, и самопознание, и развитие, умный человек. Человек со способностями. Тот, кто знает больше, чем просто знание. Тот, кто не всегда работает или там мыслит логически, да, а еще интуицию включает. Способности какие-то свои. Ну, такая карта очень интересная. Возможно, вы погружены в мистику. Или очень глубоко изучаете что-то. Вообще, когда человек очень глубоко что-то изучает, это уже мистика. Почему? Потому что чем глубже он проваливается в это. Вот берешь что-то одно, да, и изучи это досконально до конца. До дна дойди. И чем дальше ты будешь проваливаться, тем больше мистики будет. Так же, как вот у ученых, которые изучали мозг, например, человеческий, так и не доизучали до сих пор. И так и не смогли разгадать его тайну. Но чем дальше они проваливались в изучение мозга, тем больше они верили в мистику, да. И также с чем угодно. Что бы ты ни изучал, даже если это, не знаю, там, токарное дело, да, сварка, что угодно. Ты будешь проваливаться все глубже и глубже, уже дойдешь до химической составляющей, там, физических формул, и ты все равно поймешь, что в чем-то тут есть потусторонняя мистика или волшебство. И вот вы сейчас это волшебство как-то понимаете, что оно существует, и осознаете, что оно в простых вещах так же кроется, как и в сложных. Вот. Ну, у вас такое прикольное состояние сейчас. Вы не сосредоточены
на земных благах, а скорее на чем-то вот таком возвышенном. Или просто у вас интерес такой сильный в жизни. Что-то изучать, постоянно что-то познавать. Познавать себя, познавать вокруг окружающий весь мир. То есть это классно. Давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшие 11 дней. Такое общее состояние или как? Общий фон, отшельник. Ну, в ближайшие 11 дней вы также будете погружены вот в это состояние изучения. Книги. Много читать, много, может, перебирать бумаг. Может, вы вообще работаете с документами, бумагами в одного где-то, не знаю, в кабинете или дома находитесь. Вот как состояние, что у жрицы, что у отшельника, одиночество, даже с кем-то находясь. Понимаете, это карты, по сути, людей, да, вот пусть разных людей, да, разные все-таки варианты развития, чуть-чуть разные, но это одинокие карты, прям с программами одиночества, даже когда ты в обществе, и вокруг тебя миллиарды людей, и живешь ты, может, с кем-то, и кого-то любишь, и все, но ты все равно как будто кто-то отдельный, вот так. То есть это такое осознание, что мы всегда на самом деле как будто бы одни, или это вообще кто-то один, кто воображает весь этот огромный мир, вот так. Идет тихое состояние такое, эти 11 дней, спокойное, более-менее уравновешенное. Не сказать, что угрюмое, но и не хохотушки веселые, как у меня в начале видео, да. То есть не общительное, а скорее вот именно погружение, изучение чего-то. Даже, как сказать, желание закрыться. Давайте посмотрим эмоциональное состояние. Королева жезлов. Эмоции, в принципе, хорошие. Я бы сказала, даже кому-то теплые. То есть при всем своем, вот я говорю, вот этом погруженности, вот это изучение чего-то, да, может быть, перебор всяких бумажек и желание как-то упорядочить окружающий мир, да, и включить все-таки интуицию, чтобы почувствовать, как мне дальше действовать. Эмоции хорошие, приятные все равно эмоции. И может быть даже с кем-то в какой-то период этих 11 дней приятное общение и потом воспоминания об этом, вот так. То есть когда ты пообщался, да, а потом долго вспоминаешь, вот что тебе сказал человек. То есть любовное общение здесь. Из-за любовных эмоций это может быть более приятный эмоциональный фон, чем казалось бы изначально. Теперь что у вас с работой и бизнесом? 4 мечей. Такое чувство паузы. Отпуск, пауза, перерыв. То есть не когда человек что-то много делает, да, а когда он в пассивном почему-то состоянии. Или он делает рутинные дела, обычные дела, но не добавляет чего-то. Или он действительно в отпуске, какой-то это тихий отпуск. Знаете, бывает отпуск, когда ты просто лежишь на пляже или в санатории. Это тихий отпуск или дома. А бывает такой громкий отпуск, когда ты, не знаю, там на дискотеке на Мальдивах. Это две разные вещи. У вас либо тихий отпуск, и вы там занимаетесь, да, ковырянием, вот таким, что-то и теплое будет, приятное, любовное, либо у вас просто состояние такого стабильности, застоя, не особо что-то происходит в работе и бизнесе, как бы важное, да. Но по 2 жезлов человек строит планы на будущее. Он как-то смотрит вдаль, да, и смотрит в свои перспективы и строит планы на будущее. Вот так могу сказать. То есть это еще не действие, это построение только планов. То есть когда человек готовится к действиям в ближайшие 11 дней. Совет, как лучше действовать в работе и бизнесе. 2 мечей. Все правильно происходит, вы все почувствовали правильно. Сделайте вовремя определенный выбор, как вы будете дальше идти по жизни, куда будете идти, в какую сторону. Но пока еще для действий время не наступило. Действительно нужна пауза и перерыв, чтобы что-то понять, осознать и построить, не знаю, даже какой-то план, бизнес-план или рабочий план. Но это еще не выполнение, это начало только, это заготовка. Так и советуют высшие силы: заготовка, пауза, перерыв. Ничего не происходит, живи в рутине, будь мирным, все делай спокойно, не рвись вперед, не надо.
В любви сила. Момент развития. Вот в отношениях, да, в личной жизни у вас как-то больше развития. Если в работе вы более спокойны и тихие, или вообще ничего не делаете, а пока только планируете делать, или в отпуске, то в любви идет прорыв. И, наоборот, сильная страсть такая, яркость, романтика, что ли, какая-то. Люди эмоции испытывают друг к другу, приручают друг друга. У них тяжеловатый характер у обоих, но они знают, что они друг друга должны приручить. И вот уже пришел какой-то результат, и шестерка кубков показывает такое приятное времяпрепровождение, свидание, романтика, счастье. Собираетесь, может быть, даже с кем-то, с друзьями, и идете вот общаться и с любимым человеком, и с близкими, что ли, или с друзьями, что-то приятное. Я говорю, это может быть даже не все 11 дней каждый день, да, а период или случай, как сказать, провели время, да. Но это много на что открывает глаза, и воспоминания идут об этом времени, да. Даже если это один вечер, что-то хорошее. То есть идет больше энергии в отношения, чем в работу. Какие благословения вы получите в этот период? Тройка мечей. Избавление от сердечной травмы прошлого. То есть обида проходит у вас. Вас действительно обидели, вот именно, даже не обязательно может быть в личной жизни, а просто обидели по-человечески, вот как кто-то. И вы понимаете, что рядом девятка пентаклей, что вы успокоились наконец-то от этой обиды, как-то взяли и отошли. Вот. Смогли как-то ее проработать, отойти от нее, да? Что вам хотят сказать, посоветовать высшие силы на этот период или послание какое-то? Повешенный. Ну, мол, повиси пока. Тебе надо на все посмотреть иначе. Шестерка мечей. Собирайся в путь потом. То есть у вас идет такое послание. Ты повисишь в каком-то положении, да, ограниченном. А потом тебе пора и выходить из этого ограниченного положения, и избавляться от проблем, и собираться в путь. Вот так. Ну, вот такой ответ у нас по второй позиции. Интересный получился ответ такой прям. Что-то какое-то странное все. Мистическое сегодня. И, значит, третья позиция. Кашка. Кто не может отличить клевер от кашки? Рассказывайте, давайте, признавайтесь. Сколько лет вы так живете? Значит, третья позиция. Ваше текущее положение. Кто вы? Десятка мечей. Гуси подтвердили, вы десятка мечей. Ну, что сказать хочу. Переживания очень сильные. Кто-то на вас напал, да? Или вы на кого-то напали, с кем-то подрались, поругались. Ну, кто вы сейчас? Человек со знаком минус. Кто-то в ауте, кто-то в отчаянии. Человек как будто чувствует себя неудачливым, да? Высшие силы так вас видят, что вы сейчас отчаялись в каком-то вопросе в вашей жизни. У меня при этом что-то упало прям с дерева. И я понимаю, что да, все-таки знаки идут. Вот прям третья позиция для кого-то особенного сейчас, кому очень плохо, кто переживает не лучшие времена, не лучший период своей жизни в этот момент, когда смотрит это видео. Закончиться могли отношения, могли уволить с работы, выгнать из квартиры съемной. Или что-то произошло, там сказали, что вы больны или еще что-нибудь. Обидели очень сильно, напали, наехали, обвинили. Скандал с кем-то вышел. Или вы в долгах, и вас требуют. Вот что угодно. Что-то не очень приятное совершенно. И высшие силы говорят, ну ты сейчас испытания переживаешь в жизни. Давайте посмотрим, а что вас ждет в ближайшие 11 дней.
Так, общий фон какой-то. Шут. Но начало новой жизни идет. Причем появляется после десятки мечей, да, как знак. Это очень большой знак, потому что после любой самой темной ночи наступает рассвет. И в ближайшие 11 дней вы никак не сможете описать или окрасить иначе, чем именно рассвет, вот этот период, понимаете? Обнуление, обновление, начало с чистого листа. Я встану и возродюсь, и у меня все будет хорошо. Я начну с чистого листа, с нуля, по-другому. Я смогу. Вот так прям. Я верю в себя. Я рискну, я буду действовать. Причем вы действительно готовы что-то менять в своей жизни, начинать заново. Может быть, новая работа, новое знакомство, все, что у вас вот сейчас происходит, что-то новое вместо этого, да. И, конечно, это прекрасно, такое беспечное состояние. Вы перестанете волноваться, реально перестанете, потому что шут – это товарищ, который никогда не переживает, да. Кто-то считает его глупцом, а кто-то святым. Почему? Потому что ни глупцы, ни святые никогда ни о чем не переживают. Самый главный наш мучитель – это наш мозг. Никогда не издевался над нами никто так сильно, как наш собственный мозг. Помните всегда об этом, дорогие мои. Ведь вы управляете, кто-то вы, кто это вы, да, этим мозгом. Но вы не являетесь этим мозгом. Итак, ваше эмоциональное состояние в ближайшие 11 дней. Мир. Вот видите, она на дне была, эта карта. Я вам ее вот так на дне показывала до этого, когда про шута говорила. Перемешала колоду, а она вытащилась все равно. Это была для вас карта, для вас. И эта карта «Мир», она показывает то, что у вас будет ровное, хорошее, теплое, мирное эмоциональное состояние, гармония, равновесие и все самое приятное внутри. Вы успокоитесь, вы поймете, для чего вы сейчас прошли испытание, и начнется действительно луч света в темном царстве, светлая полоса в жизни, новый уровень. Вот как угодно называйте, но действительно идет момент какого-то прозрения, я не знаю. Вот прям прозрение для вас. Хорошо, что у вас будет с работой и карьерой, бизнесом? Двойка пентаклей. Но как будто вы будете себя должны продемонстрировать, да, кому-то. Показать свои навыки, знания, умения. Что вы можете? Это же как будто новое что-то, да, в работе. Или показать себя на той же работе, в том же бизнесе, но давайте тогда меня продвигать, да? Туз кубков. Что-то действительно как очень оптимистично идет в работе, в бизнесе. Сильное улучшение, и прям идет энергия изобилия, и очень хорошие новости. Пятерка пентаклей. По деньгам, однако, я бы не сказала, что это уже деньги. Я могу так сказать, что вы как будто испытываете в деньгах некую трудность. И вы видите в ближайшие 11 дней перспективы, что энергия изобилия пошла, да, устранить эту трудность. Могут быть первые какие-то небольшие деньги после трудных времен, вот так. Но еще не устранение всех финансовых трудностей. За 11 дней иной раз у людей такие долги, что это нереально устранить за такой короткий срок. Это как надо, где выиграть в лотерею, да? В лотерею почти никто не выигрывает. Поэтому я вам так скажу, что да, хорошие новости, да, звоночки, чтобы избавиться от материальных проблем. Но это еще не избавление. Но перспективы очень хорошие, очень. Что в любви? Ну, как-то вот все так ровно, хорошо, четверка жезлов. Может, даже с кем-то совместное проживание и близость какого-то праздника или уже праздник некий. Но десятка жезлов. Любимый человек обвиняет ровно, что если он у вас вот есть, да, если он у вас именно есть, как будто начинает обвинять за что-то периодически или продолжает. Но вы так уже не реагируете. Вот. А если нет любимого человека, вы с кем-то можете познакомиться на неком празднике, но вам тяжело пока перейти в отношения, в серьезную стадию отношений, вот как-то поменять все в лучшую сторону.
Или вы натыкаетесь на то, что вот человек понравился, но вам тяжело с ним завести отношения. Вот так. Извиняюсь за ветер. Наверное, уже ветер конкретно мои слова как сказать, искажает, да? Ну, пишите, если что, пишите. И какие благословения вы получите за этот период, за 11 дней. Тройка пентаклей. Хорошее благословение. Значит, благословение что-то увидеть, да, разглядеть, работать в команде, получить хорошие новости и благословение на хороший труд, хорошую работу, бизнес, деньги в будущем. Рыцарь жезлов. Благословение, во-первых, хорошо пообщаться с каким-то мужчиной, может быть, даже будет гость. Или вы с мужчиной куда-то поедете, он может быть знака огня даже, но не факт, не у каждого это так проигрывается, только у некоторых. Просто рыцарь же жезлов, да, значит, овен, стрелец, лев может быть, но не факт. Может просто активный, интересный человек, кто поедет с вами куда-то. Или приедет в гости, да. Или просто намечается внезапная дорога, как благословение для вас. Но также это хорошие новости, курьерская доставка, посылки. Тоже может быть, да. Дорога по работе, по каким-то вопросам. Тоже может быть. И рыцарь жезлов показывает так-то прорыв в жизни, да, активность, решение вопросов с транспортом тоже. Хорошая карта. Активная жизненная позиция такая в будущем, да. Послание высших сил или совет. Девятка мечей. Ну, избавляйся уже от своей депрессии, выходи уже из этого состояния, да. Знай, что все скоро поменяется, ты будешь победителем по шестерке жезлов. И, конечно, тебя будут все ценить и уважать, и все будет хорошо. Колесница, ну, также говорят высшие силы, собирайся в дорогу, в путь в скором времени. И будь действительно победителем. И не чурайся того, чтобы куда-то съездить, если надо. Не бойся этого, а наоборот, стремись к тому, что если тебя позвали в дорогу. И да, действительно, опять же, могут решаться вопросы с правами, транспортом и все такое прочее. В лучшую сторону. Ну, вот такой вот у нас с вами ответ сегодня. А всем спасибо за внимание. Вот такой у нас пейзаж. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. И если понравилось, оставайтесь здесь. До новых встреч!